У січні 1918 року Четвертий універсал Центральної Ради проголосив Українську Народну Республіку суверенною державою. А у листопаді того ж року свою незалежність проголосила Західноукраїнська Народна Республіка. І ось 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві було оприлюднено універсал директорії Української Народної Республіки, який увійшов в історію як акт злуки. В День Соборності президент України Петро Порошенко на Софіївській площі звернувся до мешканців окупованого Криму та окупованої частини Донбасу. Давайте послухаємо, що сказав президент. І в День Соборності ми щиро звертаємося до наших земляків, які живуть в кордонах України, але на тимчасово окупованих територіях Криму, частини Луганської і Донецької областей. Ми ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити день вашого звільнення від ворожого ярма. Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. А тому всім має бути чітко зрозуміло: Україна є унітарна держава з одною державною мовою. Так записано в Українській Конституції. І жодних федерацій, і ніяких спеціальних статусів. Єдина, незалежна, соборна Україна. Сьогодні у нас в гостях Ескандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу. І з ним ми поговоримо про єдність, про єдину країну. Доброго вечора, пане Ескандере. От вас не здивувала оця заява президента про те, що Україна є унітарною, жодних особливих статусів. Багато хто побачив в цьому натяк на кримськотатарську автономію, на зміни до 10 статті Конституції. Хоча є і інші дописувачі соціальних мереж, які говорять, що президент мав на увазі Мінські домовленості, особливий статус Донецької і Луганської областей, окремих районів. От на ваш погляд, про що говорив пан президент? Ну, в первую очередь, я хочу поздравить всех украинцев с Днем Соборности, потому что действительно 100 лет назад было великое событие, и это событие дало посыл к тому, что на протяжении, несмотря на то, что была Украинская ССР, по сути дела, украинцы приобрели независимость в 1991 году. Причем объединяли? И, да, причем объединенная была, и причем объединили именно те территории и всех людей, проживающих на Западе и на Востоке современной Украины. Другой вопрос, что когда мы возвращаемся уже к 2014 году, то сам процесс независимости государства продолжается. И я думаю, и я повторю свои слова еще в 90-е годы, когда я говорил, что украинцам, в отличие от многих других народов СССР или Республик СССР, досталась независимость легко, практически без каких-то боевых действий, без войны. Но оказалось, что в тот период, скорее всего, в 90-е годы Российская Федерация не была готова для конфликта, скажем так, с Украиной. И мы эти процессы увидели уже в 2014 году, хотя уже практически независимость Украины была 23 года. Ну и что касается посыла. Я думаю, что с одной стороны президент хотел четко подчеркнуть унитарность, объединение, но при всем том мы знаем предыдущие заявления президента о том, что нужно внести изменения в 10 раздел Конституции, и крымские татары должны восстановить свои политические права в виде права на самоопределение на родной земле. Соответственно, когда последняя фраза его была, что никаких статусов, то я не знаю, то ли он ошибся, то ли целенаправленно было сказано о том, что ни на какие статусы мы рассчитывать не можем. Поэтому я думаю, что здесь процессы дальнейшие покажут, но дело в том, что уже началась избирательная кампания. Уже мы наблюдаем за теми процессами, когда
потенциальные кандидаты в президенты сегодня должны четко позиционировать свою деятельность после избрания президентом, в том числе и в отношении Крыма, в отношении людей, в отношении которых нарушаются права человека на оккупированной территории в Крыму и в отношении крымско-татарского народа. Поэтому мы со своей стороны, как международное движение Liberate Crimea, как независимое международное движение, мы четко поставили задачи перед кандидатами в президенты Украины и инициировали кампанию «Кандидат, скажи, чей Крым?». И в преддверии начала избирательной кампании в Украине 27 декабря мы провели такую пресс-конференцию и заявили об этом. И сейчас мы уже проводим мониторинг. И як результаты мониторинга? На данный момент мы можем более четко говорить после того, когда будут зарегистрированы все кандидаты в президенты, а в соответствии с законом о выборах президента Украины регистрация продолжается, вернее, выдвижение до 4 февраля, а до 9 числа продолжается регистрация. То есть мы можем мониторить только те, скажем, программы тех кандидатов, которые зарегистрировались и которые официально уже опубликованы. На сегодняшний день 12 кандидатов в президенты зарегистрированы, и 12 кандидатов в президенты мы можем уже проанализировать их программы. На данный момент я могу четко сказать, что у 2 кандидатов в президенты Украины абсолютно ничего не говорится в программах о Крыме, что они будут делать с Крымом. Это Садовой, мэр города Львова, и второй это Каплин, народный депутат Украины, который обещает изменить цены на газ. Что касается дальнейших наших моментов в этой кампании, то однозначно до 9 мы будем собирать информацию. После 9, проанализировав все программы, мы будем проводить пресс-конференцию. Но и мы даже будем давать возможность исправиться кандидатам в президенты, когда после 9 мы сделаем заявление, что у тех кандидатов, у которых нет в программе, что они будут делать с Крымом или как они будут его возвращать, то до 26 февраля, а вы знаете, что 26 февраля это Крымский день крымского сопротивления, и если после 26 февраля мы не увидим каких-либо изменений у таких кандидатов, как, к примеру, Садовой, может быть, он случайно, может быть, мы можем все допустить, да, что, может быть, он на тот момент не думал о Крыме, то мы будем вручать черные метки тем кандидатам, чтобы все избиратели Украины видели, кто из кандидатов абсолютно не думает о восстановлении целостности Украины, и тем более мы будем демонстрировать некомпетентность этих кандидатов, потому что целостность Украины, внешняя политика, оборона страны – это парафия президента, это компетенция президента. И если эти люди больше говорят о газе, что не совсем в компетенции президента, но не говорят о восстановлении целостности государства, то мы тогда будем четко демонстрировать людям, что эти кандидаты не знают, на какую должность они баллотируются. Ну и возвращаясь опять же к тому вашему вопросу, что каким образом, или возвращаясь к тому, что говорил президент, я все-таки думаю, что мы в том числе будем давать посылы. И Петр Алексеевич Порошенко, он также будет являться кандидатом, когда зарегистрируется в президенты. Кроме того, мы говорим, что в рамках нашей кампании «Чей президент», чей кандидат, скажи, чей Крым, мы до 29 марта 2019 года, когда возможна избирательная кампания, будем мониторить соответствие риторики с программой. То есть мы будем четко показывать, как кандидаты говорят одно, делают другое и так далее. И мы с этим тоже будем знакомить население Украины, избирателей Украины. Ну и далее у нас есть идея продолжать эту кампанию после того, когда президентом станет один из кандидатов, для того, чтобы он четко выполнял свои обещания и программные
пункты в отношении Крыма, в отношении крымско-татарского вопроса, то есть восстановления коллективных прав крымских татар и защите прав человека на оккупированной території. Ну, якщо питання деокупації Криму, дехто все ж таки проговорює якісь свої думки, але по більшості ми чуємо дивні заяви про повторні референдуми, або поділити десь щось навпіл список вимог. Але справа ж не в тому. Більшість кандидатів, принаймні такі важковаговики, вони є і лідерами фракцій. Тих фракцій парламентських, які мали б голосувати за зміни до Конституції. Серед фахівців, аналітиків входить думка про те, що цей український парламент, тут недостатньо голосів, щоб проголосувати 300 голосів, набрати 300 голосів і проголосувати за зміну статусу кримської автономії. І це з одного питання. А з іншого питання є думки про те, що можливо і не вносити зміни в 10 статтю Конституції, а внести законами, пояснити все ж таки, що таке є статус корінного народу, що таке є корінний народ, і якось обійтися законами. От на ваш погляд, які з цих підходів є найбільш раціональними? Да, мы неоднократно с вами были в прямых студиях, и еще третий способ, с помощью которого можно было решить коллективные права крымско-татарского народа, это внести изменения в Конституцию Автономной Республики Крым. Но там процедура более сложная, когда нужно восстановить парламент Автономной Республики Крым и, соответственно, внести изменения. Что касается изменений статей в 10 раздел Конституции. Дело в том, что, во-первых, я на сегодняшний день не верю, что в ближайшее время будут изменения внесены в 10 раздел Конституции, потому что это технически невозможно. Уже началась избирательная кампания, сразу же после, скорее всего, будет второй тур, и практически эти все процессы затянутся практически до мая месяца. А далее уже начнется избирательная кампания в Верховную Раду Украины. И я думаю, что некогда будет принимать это решение, изменение в Конституцию. Тем более вы правильно подметили, что действительно у президента Украины, у действующего президента, несмотря на то, что он заявляет, у него нет 300 голосов в парламенте. И кроме того, есть временные сроки, когда нужно пройти первый этап прохождения через парламент, но там не обязательно 300 голосов, для того, чтобы рассматривал Конституционный суд. И далее, чтобы следующий этап, это уже 300 голосов снова в Верховной Раде. Но третий вариант, и я считаю, он наиболее реальный, и для кандидата в президенты, действующему президенту Петру Алексеевичу Порошенко, я думаю, нужно сегодня активно до выборов инициировать принятие закона о коренных народах. Во-первых, этот вопрос, он незавершенный в его каденцию, потому что именно постановление, которое было принято 20 марта 2014 года, было инициировано про те, що кримськотатарський народ є в том корінним числе, народом. да, это стало поводом к тому, что он, будучи кандидатом, получил большую поддержку у населения Украины. И нужно учитывать эти факты. И Петр Алексеевич должен довести хотя бы на этом уровне дело до конца и таким образом показать, что он действительно не просто говорит, но он и реально делает. Тем более в этом постановлении четко сказано, что необходимо урегулировать эти процессы на законодательном уровне и принять соответствующие законы. Это первое. Второй фактор, для чего нужно принимать закон о коренных народах. Ведь даже если мы внесем изменения в 10 раздел Конституции, то конституционные нормы, они не могут регулировать процессы. Для этого все равно нужно будет принимать законы, ряд законов, это даже целый пакет законов. Но один из основных, опять же, законов будет закон о коренных народах. И без этого закона не будет работать, скажем, правовое поле Украины в вопросе восстановления прав. Чи є цей закон? Чи він вже написаний? Есть несколько проектов закона. И в частности, один из проектов закона, который был разработан нашей командой Крымско-Татарского ресурсного центра. Мы официально еще в 2016 году подавали этот законопроект в Министерство культуры, поскольку Министерство культуры в соответствии с постановлением и в соответствии с планом Кабинета министров Украины должно было представить проект закона о коренных народах в Кабмин
до 4 квартала 2016 года. Сегодня уже 2019 год. И поэтому я думаю, что вот принятие такого закона, во-первых, не требует 300 голосов. 226 голосов у президента Украины сегодня есть в парламенте. Кроме того, это четкий посыл завершения того, что он начинает делать и, соответственно, показывает именно в области Крыма. Третий посыл. Посыл, когда в преддверии, скажем, 75-летия депортации крымско-татарского народа, а мы в том числе знаем, что нарушение коллективных прав крымско-татарского народа было связано с депортацией и лишением права на самоопределение, когда была уничтожена Крымская АССР. Пусть это в советские времена, но это была некая форма. И поэтому, на мой взгляд, сегодня команда президента должна сделать все, чтобы до выборов был принят закон о коренных народах. Одним з питань стосовно статусу корінного народу полягає в тому, що кримсько-татарський народ має право на самовизначення, як говорить про це і та ж сама постанова. Вона говорить, що це корінний народ. Корінний народ, згідно міжнародного права, має право на самовизначення в межах незалежної держави. В цих документах, які напрацювала свого часу робоча група, говорилося чітко, що кримсько-татарський народ реалізує своє право в межах на самовизначення в рамках незалежної української держави. От поясніть мені, будь ласка, от є народ, який має це право, безперечно має. Україна може надавати, не надавати, але це говорить про Україну, а не про сам народ. Добре, народ прагне, просить, дайте нам зреалізувати це безумовне право в межах української держави. На території окупованого Криму, насправді, Російська Федерація тисне на корінні народи, намагаючись змусити їх зреалізувати це право, ну, принаймні зробити вигляд, що вони реалізують право на самовизначення в межах Російської Федерації. Так сталося з караїмами, які знаходяться в Криму. Вони звернулися до Міністерства юстиції Російської Федерації з проханням визнати їх корінним народом Росії. Тобто, що відбувається? От є народ, є представницький орган, визнаний Україною, є звернення. Чому немає оцієї злуки, акту злуки? Вот как раз таки, да, вы подвели к очень важному вопросу. Когда прошло 100 лет, когда был акт Злуки и объединялись Восток и Запад Украины, то сегодня мы конкретно говорим о том, что через 100 лет мы вернулись к этому вопросу. Но этот вопрос стал более расширенным. Мы говорим уже о Крыме. И мы говорим о целом народе, который сформировался на территории современной Украины. И сегодня, если взять отношения крымских татар с Российской Федерацией, то мы еще находимся на стадии войны. Потому что тот договор Кучука-Энерджирский, который был заключен в 1774 году, и в рамках того договора Крым должен был быть Крымское ханство независимым государством, то в 1783 году в нарушении этого договора Российская Федерация объявила войну Крымскому ханству и крымским татарам, и эта война продолжается по сегодняшний день. И несмотря на то, что крымские татары перенесли депортацию, различные процессы геноцида, которые продолжаются по сегодняшний день, мы никакого договора не заключали, мы не подписывали капитуляцию, и мы продолжаем бороться с Российской Федерацией. Что касается Украины. С Украиной в этом плане у нас договора не было. И когда крымские татары сегодня выходят с инициативой для того, чтобы Украина заключила или приняла определенные законодательные акты, то таким образом это равносильно договору между двумя этническими группами, которые сформировались на территории современной Украины. И таким образом Украина тогда всегда будет может заявлять о том, что крымские татары есть частью украинской политической нации, поскольку мы договорились между собой, в соответствии с этим приняли соответствующие законодательные акты, которые урегулировали этот вопрос. И таким образом укрепится право принадлежности Крыма к Украине и украинцам через собственное желание крымско-татарского народа. Но в этом плане политический истеблишмент Украины должен понимать, к сожалению, нет этого понимания. И тогда действительно вы на примере Крыма привели... Россия це розуміє, Россия тиснет. Да, и дело в том, что сейчас вот на примере Караимов, когда сказали, я могу сказать следующее, я в прямом эфире неоднократно говорил, может ли Украина вернуть Крым без крымских татар?
Я думаю, нет. Я сам же отвечаю. А другой вопрос, может ли самоопределиться крымско-татарский народ без Украины? Я также отвечу, может и да. Потому что через определенное время могут пройти определенные процессы. Политический истеблишмент Российской Федерации может по-другому рассмотреть эти вопросы, потому что Путин не вечен. И в соответствии, когда станет вопрос и когда будет выбор, то крымсько-татарський народ имеет право на самоопределение Згідно всегда. міжнародного права, так. Насправді це так. Ну що ж, подякуємо нашому гостеві Іскандеру Барієву, керівнику Кримсько-татарського ресурсного центру, члену Міжлісу Кримсько-татарського народу. І перед тим, як закінчити, мені хотілося б навести слова Ахтема Чийгоза, заступника Меджлісу, які сьогодні надруковані в інтерв'ю Крим Реаліям, де він пояснив, що дуже довгий час масові виступи кримських татар в Криму представлялися от тією російською частиною, це насправді людьми, які відверто працювали на Росію, і зараз вони не заперечують навіть цих моментів. Так от ці виступи кримських татарів, вони представлялися як певний такий акт сепаратизму. Але насправді кримські татари завжди виступали під жовто-блакитними флагами, прапорами, завжди апелювали до України як до своєї держави, яка має забезпечити їх права на Батьківщині, ба більше, право і закон України на території Криму. Тому кримські татари, як сказав Ахтем Чийгоз, кримсько-татарський фактор завжди заважав проросійському лобі в Криму. Ну що ж, на цьому я хочу закінчити нашу програму. З вами в студії була Лариса Волошина, моїм гостем був Іскандер Барієв. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку в Фейсбуці. На все добре.